çaydıra sıcak sıcak ıstıra çilekteki çilekler birer birer kızara tati tati tatiler postal kağıt kepeler çileknin çileğine aman parı yeterler. Родилась я в Ташкенте, в моем любимом городе, в музыкальной семье, хотя папа к музыке не имел никакого отношения, может быть, только потому, что он был мужем пианистки. Вот. А мама закончила консерваторию. После окончания она преподавала 40 лет, по-моему, уже, наверное, в музыкальной школе. Она была зав. Отделом. И, естественно, и я, и мой старший брат с детства занимались музыкой, игрой на фортепиано. У нас было очень много гостей, много маминых друзей, маминых, папиных, соседей. Всегда все проходило очень весело, все играли, танцевали. И музыка у нас всегда звучала как классическая, так и не классическая. Было очень много записей популярных джазовых произведений в обработках там Поля Мориа или Фаусто Папетти, потому что мой брат очень увлекался этим, у нас было очень много записей. Ну и много разной западноевропейской музыки современной. И, в общем, так скажем, брат вложил свой вклад, я считаю, в мое становление, потому что когда я уже впоследствии поступала в консерваторию, и очень многие темы джазовые мне уже были знакомы. Ну, оставалось, конечно, их только разучивать, петь, знать слова. А так, в принципе, темы были уже знакомы. Это мне уже было подручно всем этим заниматься. Очень приятно, согласитесь, когда ты знаешь, с чем имеешь дело. Поддержка была очень мощная. Если чуть-чуть забегая вперед, мама меня поддерживала, когда я выбирала пойти в консерваторию именно на эстрадное отделение. А папа не особо хотел, ну, как всегда, хотят врачей иметь в доме или что-то вроде этого, но до этого я окончила музыкальное училище, и поэтому выбор мой был все-таки уже определен в плане музыки, тем более, что она меня привлекала, именно джазовая музыка или эстрадная. Ну, поскольку джазового факультета у нас не было, а было эстрадное отделение, я пошла туда. Боже, какая красота! О май гад! Я не могу спокойно проходить мимо этого. Я даже со своими хожу. Вот. Боже мой, боже мой. Все, что я люблю. Мои предки, они были не депортированы, а раскулачены и с маминой, и с папиной стороны. Да, 20-е годы. Вот. И поэтому, естественно, как бы они помнили еще, потому что поколение их родителей еще было в Крыму. Но, естественно, уже другая среда проживания, то есть Узбекистан, как-то влияла. С крымско-татарской музыкой с детства так сильно я не сталкивалась, естественно, потому что я не в Крыму жила и не среди крымских татар. У нас такой был интернациональный дом, подъезд, район, ну, как и везде, наверное, в Ташкенте, в Узбекистане. Поэтому я соприкасалась с этой музыкой, с этой культурой только когда я бывала у родственников или когда меня водили на какие-то концерты ансамбля «Крым». У меня тети очень много алашек пела, но в большинстве случаев это была моя бабуля, папина мама, Виташка. Она пела очень много народных песен. У меня прям слезы наворачиваются от того, когда я вспоминаю. Она, если у нас гостила, она приезжала там с каким-нибудь тестом, я не знаю, что-то сделать. Если маме с папой нужно было на работу, а брат там учился, и нужно было меня со школы забрать или отвезти, в общем, что-то приготовить, она, естественно, приезжала поддержать. Вот она уже с тестом утром приезжала в 6 утра, я удивляюсь, как это можно делать.
Ну, в общем, она с удовольствием это делала. И вот она забирала меня, например, с школы или с музыкальной школы, приводила, что готовила вкусное. И она начинала петь народные песни. И вот тогда я это слышала. Но я тогда не обращала внимания, я их не слышала. Я их слушала, но не слышала, к сожалению. Вот. Но она с таким удовольствием это делала. Она брала поднос, подтверждение, она брала поднос и, в общем, себе аккомпанировала, и вот с такой радостью она пела. Ну, хоть так я соприкасалась вот с этой музыкой. Ну, иногда, конечно, мама играла какие-то популярные, известные вещи, ну, народные песни, но это было в фортепианной обработке. Мне обязательно нужно было то ли бигуди взять, или в руки, то ли ложку, то ли картошку, что-нибудь, только чтобы был образ микрофона, да. И моя самая любимая песня была «Миллион алых роз». И вот я качалась в огороде, у нас был огород, мы жили на первом этаже. Мама у нас, поскольку такая хозяйственная женщина, она все облагораживала там. Там был практически вот такой сад. У нас там была чайхана, мама вот так вот, как здесь, вымощена, да, она собирала камушки, и она выкладывала их вот так. И сейчас она продолжает это здесь в Крыму делать, у нас во дворе. И потом это все фиксирует. И, в общем, ты ходишь по руками собранным камушкам. В общем, все красиво было выложено. У нас был очень ухоженный. И вот я там качалась на качелях и пела «Миллион алых роз». Вот. Мама кричала: «Хватит кричать!» через окно, потому что я так запевалась, а все соседи слушали. «Айсель, пой, 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 детка, пой!» Чтобы заниматься пением именно крымских татарских песен, это я пришла впоследствии. В 2008 году приехала первый раз на фестиваль «Бахчисарай 2008», который организовал Эльмир Умеров. Только до этого за год я начала соприкасаться с народной музыкой, или что я хотела сделать что-то в этом направлении, какие-то аранжировки, перепеть что-то. И тут, когда уже было приглашение на фестиваль, я этим воспользовалась и подготовила там еще несколько песен. И вот в этом качестве уже в 2008 я приезжала, в качестве певицы. А до этого, естественно, часто я приезжала к бабуле, к Алашке, к родственникам, то есть отдыхать. Adalar sahilinde bekliyorum. Seni görmek için ben bekliyorum. Her vaktimi senin için bekliyorum. Benim şadet şadiyem вашем için. Расскажу про имя, потому что все спрашивают, откуда такое имя. В общем, не свойственное крымско-татарскому народу. Дело в том, что мама с папой как-то ходили в консерваторию, и приезжала скрипачка из Турции. Ее звали Айсель Мамбет. Ну и зовут, наверное. Вот, дай бог ей долгих лет жизни. И у нее были кудрявые рыжие волосы. Но поскольку у моего папы тоже кудрявые волосы были, ну, наверное, мама предвещала, что, наверное, будет. Поскольку уже был брат, и, естественно, она хотела дочку. Ну, они оба хотели. Вот. И поэтому она сказала, если родится дочка, вот, я хочу ее назвать Айсель. Айсель, ну, Ай — это луна, Сель — поток, то есть поток лунного света. Мне очень нравится это имя. Спасибо всем, кто мне его дал. Вот, поэтому мне с ним очень-очень комфортно. Все время в школе, когда я училась, все учителя спрашивали: а вы в Америку или в Израиль? Я говорю: в Крым. Они говорят: при чем тут Крым? Все время были уверены, что мы еврейская семья. Все, кто знакомые были, у соседей, родственники приходили, да, говорит, в жизни не поверим, что они не евреи. А девочка так у них вообще. А папа спокойно в свое время, я помню, однажды ехал как-то в общественном транспорте, и ему бабушка что-то, в общем, сказала на непонятном ему языке. А он ей сказал: ну я это не понимаю. После чего бабушка, выходя из этого транспорта, дала ему бутылками по голове, которые у нее были в пакете, и сказала: своих надо уважать. Вот. Поэтому и у меня был знакомый, он был в возрасте уже, мужчина. Фамилия его была Мендельсон.
Он так любил джаз, и мы прям вот вечно собирались, встречались, что-то обсуждали. И он приходил к нам часто в гости, мы, как всегда, там встречали. И вот он мне приносил какие-то записи. И я так балдела просто от того, как он реагирует. Точно так же, как я, когда слушала джазовую музыку, у него просто слезы шли от наслаждения. И мне так это, естественно, импонировало. Но он никогда не верил, что мы крымские татары. И тут как-то у нас знакомая, очень хорошая наша друг семьи, она мне говорит: слушай, у нас тут будет Пасха, давай сходим на мероприятие. Я говорю: ну хорошо, давай пошли. Мы пришли, а там синагога. Вот, и я там стою в числе первых вообще людей, кто собрался, и приходит этот Мендельсон. И он говорит: и что вы мне будете после этого рассказывать, что вы не еврейка? И я считаю, что мои прекрасные годы — это учеба в консерватории и потом преподавание. Я очень благодарна своему педагогу за то, что она предложила мне эту работу. И так сначала с интересом начинала, не знала, к чему это все приведет. Но я с большим удовольствием вспоминаю весь этот период, потому что это было очень интересно. Интересные студенты, все весело. Я всегда собирала толпы студентов. Мы вместе проводили какие-то мероприятия, сдавали экзамены, потом гуляли, ходили где-то там по паркам. То есть мы были такой семьей, так скажем, да. Я и стремилась к тому, чтобы именно так друг к другу они относились. Ну, очень-очень такое классное время было. И я от души этим делилась, своим состоянием с ними. Я вообще детьми называла всегда, это мои дети. Вот, и по сей день, сколько лет уже прошло, у нас всегда замечательное отношение к друг другу. Мы всегда на связи, это так здорово. Я очень рада, что у меня был такой опыт, 7 лет преподавания. Это очень ценно для меня и очень приятно. В 2014 году вдруг я узнала о таком методе, как технология образного творения. Поскольку, я думаю, многие знают, что мы не на каком-то языке мыслим, а мы мыслим образами. Вот. И когда я узнала этот метод, его создали муж и жена Елена и Григорий Болговы. И я была вообще в восторге от того, что такое есть. Фишка этого метода в чем? Есть такая медитация, как погружение в бессознательное, да, в подсознание, для того, чтобы пробудить истинный образ. Мы все мыслим образами себя, мира, семьи, мама, папа, муж, жена, дети, деньги, зарабатывать деньги. Все это у нас складывается из образов. Когда ты погружаешься с вопросом, например, ты спрашиваешь: кто я? И ты вспоминаешь все по жизни, что ты о себе слышал, о себе думал за всю жизнь. Это погружение происходит с очень важным моментом — дыханием. Так вот, в момент погружения нужно дышать, потому что возникают и поднимаются определенные чувства, которые у нас были подавлены. Ну, если это приятный образ, хорошо, а если неприятный, то очень происходит на поверхность, выходит очень много образов и чувств, которые у нас подавлены по жизни. Отсюда там болезни происходят у людей, потому что нету проявленности этих чувств, потому что нельзя, стыдно выражать там что-то. Вот. И когда погружаешься до конца, весь спектр ты прожил, узнал, кто ты, и в конце ты уже понимаешь, что ты уже все вспомнил, да, все уже прожил, и в этот момент ты спрашиваешь: а кто я, как я знал это изначально? И вот в этот момент открывается то, что твое. Вот есть понятие знания, есть понятие информации, да. И я могу тебе что-то говорить, ты можешь в каких-то умных книжках что-то читать, кого-то умного слушать, для тебя авторитет, не авторитет, что-то отозвалось, нет. Но пока ты сама это не проживешь изнутри, это не твое знание. Вот этот как раз метод о том, чтобы узнать о себе больше. Важным для меня, почему я взяла такой тайм-аут, мне все говорят: ты вот где-то там, куда-то уехал, мы тебя не видим, не знаем. Ну, отшельнический образ мне всегда нравился в жизни. Вот.
но потому что для меня это важно, потому что мне важно выстроить связь с собой, и это самое главное. Поэтому это очень-очень ценный такой опыт. Я так рада, что наконец-то я это развернула к себе. Мне важно, что я чувствую, что я сейчас выбираю, делаю я это из надо или из хочу. Опять же, петь из «хочу» или «мне надо», а если Ильханум, ну вот почему у вас нету песен до сих пор? Ну потому что нечем, что я дам? Ну вот что, чем я могу поделиться, если я сама опустошена? Вот, и поэтому, когда я могу проживать огромный спектр чувств, глубоко, объемно, представляешь, когда я пою, человек это считывает вместе со мной, проживает это. Проживая, он это отпускает. То, что, например, он не мог себе позволить прожить или прочувствовать, через песню он это проживает. Класс! Если смотреть с позиции человека, человек в позиции жертвы, ну, возьмем элементарно, если ты веришь, что на тебя нападет собака, есть страх, да? Ты в позиции жертвы. Выходя на улицу, ты испытываешь этот страх, естественно. Рано или поздно это приключится с тобой. Но также это происходит и с народом, потому что образ в подсознании, то есть глубоко, образ жертвы, образ трагедии. Мы это несем, передавая из поколения в поколение. Больше еще такая фраза, чтобы помнили. Вы понимаете, пока мы помним, пока это все не переписано, оно дальше будет происходить. Потому что это нужно увидеть, прожить и отпустить раз и навсегда. Ты не можешь за весь народ взять ответственность, правильно? Исцелить как-то вот этот момент, исчерпать все чувства, прожить и отпустить — это сложно, это больно, очень много боли внутри. Я не могу, какая-то организация не может это взять на себя, но каждый человек, проживая и отпуская это, я не говорю там про стариков, это для них уже очень тема такая болезненная, поэтому вряд ли это произойдет. Но те, которые уже помоложе, они могут справиться с этим. Отпуская, проживая, каждый уже поможет. То есть мы не можем спасти мир пойти, да, но спасти себя мы в состоянии. Нужно начинать с себя. Когда мы говорим, что это надо помнить, через века перетаскивать, держать кучу ненависти, нам от этого лучше не становится, ничего, движения никакого вперед не происходит. Я думаю, что это не всем понравится, моя теория. Нужно просто уже идти вперед, оставить это. Есть такое понятие, как эмоциональное тело человека, то есть это тело боли человека. Как она есть у семьи, у рода, у народа, у государства. Понимаете, сколько? Это называется телом боли. Когда каждый раз триггер включается, опять те же самые чувства активизируются. Когда мы мыслим традиционно, мы хотим чего-то другого. Но мы не можем делать каждый день одно и то же и получать другой результат. Значит, нужно изменить какие-то действия, мышления. Так вот, так как ты поступал, так как поступали твои предки, там уже магистраль просто, пробетонированная. По ней, конечно, комфортно идти. А вот тебе предлагается новенькую дорожечку. Да, нужно немного набраться терпения и идти по ней каждый раз, выбирать ее. Тогда она будет той же самой дорогой со временем. Но мы же выбираем это. Легче наорать
например, или выплеснуть что-то, чем разобраться с этим, понимаешь? Я же не зря говорила об образе. В этом образе все есть. Вот сейчас скажу Крым, и у каждого будет свое. Почему многие люди, приезжая в Крым, умирают, как мой папа, например. Таких случаев миллион было. Когда мы переезжали, я говорила, что я никуда не поеду, потому что все налажено. Моя мама, естественно, ей уже было 70 лет. Она, естественно, не хотела переезжать. У нее все тоже налажено. Зачем это нужно? Брат сказал, либо едем все, либо никто не едет. Но поскольку папа нас 3 года уже ждал здесь, мы решили переехать. Ну и вот мы здесь. Но папы нет. Очень шокирующая такая история, потому что хорошо, если есть какие-то предпосылки, да, к этому, а тут предпосылок никаких не было. Папа звонит и говорит, там, оденьтесь потеплее, потому что здесь прохладно, а у нас там жара. Мы не могли долго продать квартиру, что-то нас держало. Мы уже 500 раз проводы проводили, что у мамы на работе, она свои, у меня на работе с братом. Ну все, уже все соседи приходили. Ну, очень болезненно было отрываться от соседей, родственники. Но настолько, ну, там все так добросердечно, и не хотелось с этим всем расставаться. И когда ты приезжаешь, тебя встречает кто угодно, только не папа, который тебе звонил. А потом ты едешь в гости, от тебя что-то скрывают, он говорит, что ему плохо стало. Ну как-то, ну ладно, плохо, может, не приехал. Ну никак не думаешь, что что-то сверхъестественное может быть. И после этого нам говорят, что он в больнице. У нас ничего нету, ни телефона, ни гривен, там на тот момент еще денег не было. Ну понятно, что кто-то с нами был, естественно, что-то. Ты в какой-то абстракции находишься, вообще не понимаешь, что происходит. Ты приезжаешь в больницу, тебе сообщают, что ему плохо. Тебе говорят, иди купи лекарства, потому что вот это надо. Ну вообще какое-то шоковое. Мало того, что мы и так очень много эмоций потратили, мы уже без сил приезжали туда. И после того, как мы отнесли лекарства, через 10 минут выходит и нам сообщают, что его нет. Я так орала, я думала, я весь Крым переверну просто. Во мне столько было ненависти. Начало вот такое просто. Вот это опять же об образе я говорю, понимаешь, образ Крыма — это страдание. И он глубоко это сидит. Я не просто такие вещи рассказываю. Это все на уровне подсознания очень глубоко сидит, и оно влияет. И, в общем, 5 лет вот таких вот каких-то непонятных состояний, ты не знаешь, чем заняться, тебе ничего не хочется. В любом случае, что было, то уже было. Я с этим разобралась. Это самое главное. Я больше хочу идти в глубину себя, это познавать очень интересно, классно и здорово.
Тот момент, что мне уже хорошо здесь и сейчас, это дорогого стоит. Там у меня был период становления, а здесь трансформации мощнейшей моей личностной. Вот. И мне, конечно, этого не хватает сейчас. Для меня вот всегда было важно, я вспоминаю, когда я писала альбом на студии, я стояла, плакала от того наслаждения, что я пою, что вот здесь музыканты играют, и каждый раз для меня это просто такое наслаждение, такой кайф. Я просто передать не могу, до слез просто, что я могу это выражать, что вот это вместе музыка творится, это дорогого стоит. Возвращаюсь, что мой мир заботится обо мне, и все равно я приду не то, что к счастью, счастье и так уже есть здесь. Я приду к тому, к чему стремлюсь. А это я оставлю для себя, к чему я стремлюсь. Я не могу предложить всем медитацию и погружение в бессознательное, но я могу предложить порассуждать каждому. Это предложение и всего лишь. Просто порассуждать, что для вас Крым и что для меня крымские татары, что для меня мой народ. И, может быть, это покажется очень детским таким наивным предложением, но все-таки увидеть наш народ, мой народ, счастливым, благополучным, процветающим, свободным. Но это может сделать тот народ, который верит в себя, у которого есть уверенность в собственной важности, в собственной ценности. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Вот эту песню нужно слушать нашему народу. Я могу летать, и у меня есть крылья для того, чтобы лететь. Там еще в тексте, в переводе о том, что если я могу это представить, значит, я могу это иметь. Вы понимаете, воображение нам дано, не просто так. Один из ценнейших ресурсов. Поэтому предлагаю всем нам видеть собственный народ счастливым, представлять и знать, что так будет. Вот просто быть уверенным. We believe we can fly. Мы верим, что мы можем летать. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although the tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.